Блин. Ребят, смотрите, какой дым после меня остается. О, все синее там, как туман. Это от моего старенького схода дымок такой остался. И я остановился здесь на площадке. Вот тут видно, что рубили в этом году, в эту зиму. Еду на рыбалку и просто вот остановился, немножко перекурю. Немножко пусть подостынет. Ну, грязнуля какой. Позапрошлом году, наверное, я здесь по этой дороге ездил. И вот увидел свежевырубленную делянку и остановился посмотреть. Ну, тут площадка где-то, наверное, 100 на 100 или где, ну, примерно размер. И видно, делянка, может, не такая и большая. А ручная рубка тут была. Бензопилой тут валили лес с нашего села предпринимателей. А если от харвастеров, блядь, вообще там пустыня остается. Такая старая рубка еще более-менее. Ну, чуток перекурю и дальше поедем. Отличная погода вообще. Классная погода, все классно. Золотая осень. Короче, все, я приехал. Мотик здесь оставляем. Я куртку теплую здесь все буду оставлять. И в таком состоянии мотик будет ждать меня. Я приехал на конечную. Ну, здесь дальше уже на мотике не проехать. И мотик оставляю здесь. И смотрите, вон тут еще какой-то мотоцикл уже несколько дней, наверное, лежит. Или так оставили, или упала, трогать не буду. Минск. Да, Минск. И там еще муравей, как муравей, наверное, называется. Короче, здесь собирают, видно, ягоды. И даже один наш тоже знакомый, там у него, видно, вездеход какой-то, тоже собирается. Он клюкву там собирает, сейчас поговорили с ним. Короче, ягодников море. И там, и здесь. Так, эту шапку нам тоже оставлю. Вроде ничего такого не взял, но целый рюкзак вещей набралось. Короче, выдвигаемся. Такой мотоцикл интересный. 2 мешка клюквы уже.
нормально пособрали. Mâine avantajul ocean. Jugale. A. Сцепление. Сцепление. Снимай-то, а, Джуляника. А та зимняя мийка, да? Да. А. Мийка, это я кучка залетчищёстая. Тоже залетчищига. Куди? Это ремени, понда салимый понда менанта буксуйда. Ремень-то я только вежны, только заменить. А Только заменить. конкретно пупшик я спомнишь консия. Мюля. Мийка пластмассовый. Тана кутенна. Тата зеуджи Вот тата. она то. Но та целейна, нормально ставилась. А бутая, менам мод полосес шитиснда. А муиеше се та не видим. Та Та сафаринава на мийка, свариатарис. а та мод полоса систека мен куча Гогрес. абу пласка танаш конка мийка. Тишке итенде. И вапы вешкала родик, валышка вешкала такчина. Комак валысы итенде. А уджи Из меня механик, конечно, фиг знает. Но вот хозяин говорит, что немножко буксует, не едет. Вроде, вроде эти накладки все на масте. И ремень не так изношен. Так, это в передней части должно быть. Надо это я длины. Цены 3 штуки там стоит. А, Нелямен болт колоражный. чтобы подобраться. Капот совочный. Куим штук. 3 штуки болта надо открутить. Сейчас я видел для. Еще. А мы думаем, что Сия, наверное, не должен износить чинеса. ремень не должен жить. Ремень ста за яку газуйта. Но, Ще вылезть это топа да. но. Какие-то хрен его знает. Ты знаешь, Ну-ка, это я видел длины. Никичан, он шибас. Кружка соснимите. ну думаете, мы это Прямо озмун или мыть надо? а думаю, боксуйте сейчас. Газуйта куча газуйта. Сейчас как пакет сколько мыкес, это я мыкес озорм бергедленисе. Снимай ты что? Так, ну немножко, чуток тут износ есть, но не знаю, роль играет, нет на это, чтобы буксовал. Наверное, все-таки, как мы видим, немножко ремень как будто уже. Ремень не смещает, летний джик. Но это поменять ерунда. Запасной ремень всегда надо возить. Запасной, понять как думаете, запасной. Запасный коле. Если где буксуешь, там он быстро сгорает. И поменял, и дальше поехал. Еще гуляш соты мата вынтите. И гад. Соты, кияр я что мы шарик, ты хотел бы только борщ там. Сияке Короче, небольшой износ. Ну да, есть. Притерлась она, блин. Ну, есть. Но это я вижу. Поменять и дальше поехать и дальше. Поменять и дальше ехать. А коннета над прицепит. А, Прицепила понимаем. коннет я. Это оружие легальное, або? Не да, не идет, вы что думаете? Хуже нарочно белем тогда. Нелегалку сейчас тоже держать, блин, опасненько. Ты, мы как бы да, кукушна мунты да, порядок снега, путевката. Ну да, сейчас так и делают. За все деньги. И мы берут, как тоже считали, кукас это каши ресетан уже на лавчи чамай.
No давай, Lok, vežam da še kaj nimel kolena. Ten ikikas kodas veža. Давай, Elli, mikä. Kutsarima se popsuksa pukte. без убытина siihen. Enda шублота. А куча салау? Или ещетимете, не дай? А, Я отдал или нет, я уже не помню. это чека пукте да уште наверное. Дай, у тебя запасные есть, поменяй и дальше едем. Ой, концерн. Че, охотник, я тебя оставляю. Заменили эти накладки. Будем надеяться, что будет ездить. Или же ремень надо поменять. Короче, Ваня, разберешься. Если что, обратно бегом домой и за ремнем. Так, солнце встает, надо идти. Дорога еще не близкая. Талон луны с меча, да, ладно. Ладно, давай. А тут что за лес оставили? Баланс. Баланс. Целые 10 кубов. Выгрузили. Все, идем. Еще нам шагать где-то километров 5, не меньше, по этой дороге, потом по просеке, и будет уже там таежная река. Фух. Прохладно на улице. Ну, в куртке. Куртку одел еще. Теплую одежду оставил еще. Иду налегке. Иду налегке. Ружья ничего не взял. Будем надеяться, что косолапые пройдут мимо. У Ваньки, говорю, спрашиваю, ну как, говорю, медведи ходят, нет? А как, говорят, без этого? Бродят, как без них. Немножко примерзло тут, но вон как примерзло. Ну все, тут уже не проехать. Тут болото. Вон взлетел рябчик, ребят. Второй. Вон. Второй. 2 рябчика. Сперва вот на этой березе. Вон. Слышите? Это самочка. Только 2 штуки их. Маловато. Что-то маловато их. Ай, блин. Смотрите, какая погода. Такую палку взял. Ну, там еще ручей будет переходить. Для безопасности тоже не помешает. Вот так. Шагаю. Вон какая тень. Ой, такое солнце. Именно сейчас. Там восход. А эта дорога идет строго на запад. Строго на запад. И после этого ручья где-то с полкилометра, наверное, повернет направо. Короче, идем. Долго ждал я этой погоды, этого похода. Как сказать? Я имею в виду погоду. Я каждый день следил за обновлениями. И сегодня, вчера я вечером смотрел, сегодняшний день должен быть такой солнечный и без дождя. А с завтрашнего дня уже начинаются, ну, кратковременные дожди. Все равно дождливую погоду, конечно, ходить по такой чаще. А сейчас я куда иду, там вообще невозможно ходить. Там выше пояса, трава, завалы. Вообще жесткий поход получится. Ну, и надежда такая, что хоть кого-то поймаем. Хариус. Я сегодня иду рыбачить на хариуса. Здесь до сюда еще ягоды собирать приезжать. Ну, тут за болотом, за ручьем там болото. Наверное, оттуда еще более собирают клюкву. А дальше уже все.
Кроме промысловиков никто не ходит. Ходить, идти и разговаривать, конечно, тоже. Так, ну ладно, сейчас. Пока буду идти. Пока все нормально вообще. Ну тут еще следы есть. Тут Иван, видно, на мотособаке переезжает еще. Ну, он проходимый тоже. Но почему-то у него спереди там колесо сделано, фиг знает. Колесо упирается, там валежник и хуже. Вот здесь буксовал. Вот. Здесь убил он. Ну да. Проходит. Приезжает, ребят. Что на мотособаке можно и летом ездить. Хорошая вещь. На буране уже по таким местам не проедешь. Летом имею в виду. Фу. Ну вот, последний ручей. Тут дальше пока сухо будет сейчас. Сегодня солнечно и вон он, это болото. Вот сюда и за клюквой Ванька приезжает. Дальше, наверное, он не ездит. Он в этом болоте и собирает. Ну, если солнца нету, можно и проскочить. Так, не очень отчетливо. Ну да, вон. Здесь он заезжает. Вот заезд. И на болото. Все, больше дороги. Ну, как дорога. Дорога-то есть, но мало кто туда будет ходить, ездить. Только тропинка у зверей, у охотников. Ну, может, еще и летом кто-то на рыбалку тоже поднимался. Дошли до развилки. Так. Тут позапрошлом году, наверное, я здесь был. Дрова еще тут оставались. Слышу рябчика. Ребята, как я понял, рябчики немножко наесть. Немножко есть, и сколько километров я проехал, глухарей не видел. Но под той дорогой я еще ни разу не ходил. В основном вот здесь я хожу, брожу. И здесь дофига километров я уже натоптал по этой дороге. Короче, идем по этой дороге по знакомым местам. А эта дорога идет куда-то еще западнее и, наверное, утыкается куда-нибудь на болото или еще. А по этой дороге уже мы направляемся к нашей цели, к нашей речке, где будем рыбачить. Вот так. В прошлом году я сюда не приезжал. А причина такая, что вот сейчас иду, вот, смотрите, как сейчас сухо, как красиво идти. Думаете, это каждый год такая красота? Нет, нет, ребята, это вон, что там, или глухарька, или тетерка прилетела. Так. И в прошлом году осень была очень дождливая. Что за птица, интересно, была? Ну, шея такая, как будто у боровой дичи была. Но скорость непонятно. Может, спокойно так летела. И в прошлом году из-за дождливой осени дорога эта вся в воде. На мотике не проехать. Только если пешком так, не спеша, осторожно. Потому что здесь почва, вся дорога. Вот сколько я на мотике там поднимался. Сейчас пешком иду. И, как сказать, глинистая почва, и вода не просачивается и стоит. И так до зимы там осенью замерзает. Ледник такой получается. А в этом году красота. Можно шуровать. Там, конечно, тоже потом тупик будет.
эта дорога не бесконечная. Там вырубки заканчиваются и все, тупик. Позапрошлом году я здесь был на рыбалке. Выкладывал тоже видео про этот поход. У меня на странице, ну как сказать, в плейлистах про рыбалку, наверное, находится эта рыбалка. Есть. Так. Угу. Хорошечно. Пока все нормально. Тишина, ветерок поднимается. И опять затишье пока. Идем. Новая вырубка, ребята. Свежая вырубка. Это видно, в эту зиму тоже вырубили. Ну да, позапрошлом году здесь еще лес стоял. Ну да. Бунты там немножко, баланс оставили. Ну, и как я помню, что-то говорили, что в этом году, в этом районе еще будет, ну, рубка еще будет, и это, наверное, все вывезут. Не успели, наверное, в прошлом году вывезти все. Ну так, ельник тут. Ельник, не такой хороший лес, в принципе. Там дальше будет осина. Осиновый лес и толстый, там, ну, как сказать, более кубатуристая тайга. А здесь, ну вот, как мы видим, это 14, 18, 20 диаметром деревья. Не больше, не толще. И не такие высокие. Невыгодный такой лес рубить. Но все равно оставили пока. Ну, вот. После выруба там остается, ну, сейчас, конечно, все строго, более-менее там лесники там проверяют и стараются более как-то убирать после себя. Но и остается тоже. Остается, конечно, мусора дофига. Так. Ну да, в эту зиму, наверное, тут рубили. Фу. Ну не маленькая, в принципе, тоже делянка. Где-то длина, наверное, больше километра. Или с километра. Нехило так. И в тайге я тоже, ну, как сказать, на рубках леса я тоже раньше работал. 6 лет, наверное, я работал у частного предпринимателя и немножко понятия имею, где площадка, какой лес, сколько вот, скажем, с участка можно взять кубатуру. Все это я знаю и понимаю. Вон там, как сказать, видны вот сосны большие, это семенники вот оставляют так. Но все заросло, ребят. Все, райская дорога закончилась. Сейчас будет уже геморрой начнется. Так, до сюда бульдозером еще равняли. А тут дорога, вон, смотрите, что начинается. Стена леса. Будем пробираться. Еще более-менее как-то есть какая-то, может, от старой дороги тропинка или что осталось. Ни одного следа, ни... О, лес начал шуметь. Осины в основном. И лосиных ничего, следов нету. Вообще лес голый почему-то. Да, ну волки тоже выгнали всех. Уже много волков. Ну все, здесь уже еще людей мало кто ходит. Да, практически следов вообще нету. И вот это я и люблю. Одиночество, без суеты, без каких-либо
голоса человеческого, без запросов, там, куда идешь, что поймал, где был. Тоже вот яма от лоща, это на гону так делают лощи. С каждым годом все зарастает больше и больше. Вот стена, смотрите. И здесь уже проходить тяжело. Я тоже бывает на вырубку на лыжах выйду. Вон он рябчик. Рябчик взлетел, ребят. Так что, как и мужики говорят, рябчики есть. Ну и сейчас я хожу, смотрю, слушаю. И уже несколько взлетов было сегодня. Хоть какая-то тропинка еще видна. Лет через 2 уже все тоже придется, если идти там по этой тайге, параллельно этой вырубке.